Шундай экскурсия салганнар бик матур, горурланабыз. Мындай дурыш кишилер, мында яшилер дип булсын шундай алга табаны. Бер ничә сүз үз турымда әйтермен инде башлыйм шулай. Скажу несколько слов о себе. Мин Казаннан килдем, я действительно родилась в Казани. Выбрала путь музыканта, хотя родители вот, не музыканты, они Алла Тағала шулай берген шул юлны дип уйлыйм инде. Очень много в меня в педагоге вложили сил, любви. За счет этого, вот, наверное, энергии и пошло дальнейшее развитие. Я им очень благодарна. Если бы они были Аллах хазыр вафат инде иң беренче укытучыларым. Но мы всегда поддерживали связь с самыми первыми педагогами по фортепиано, по композиции. Мин аларга гел әйтә идем, менә шундый уңышлар. Мында килсәм дә, вот если бы я сюда приехала бы и имела возможность им рассказать про эту поездку, они очень бы радовались и действительно гордились бы этими творческими успехами. Я закончила Казанскую государственную консерваторию как пианистка, как композитор. И старалась впитывать Казанскую композиторскую школу. На самом деле у нас были большие видные деятели, композиторы. Это Алмаз Мунасыпов, Шамиль Шарифуллин, Василий Ахметов. Композиторы, симфонисты, композиторы, которые потрясающие песни писали. Резида Хиярова, вот сейчас она, Резида Апа, сама, она сейчас живет в таком творческом, прям, я думаю, в самом пике, и оперы, и балеты, все ставится. То есть это та культура, та атмосфера, которая подпитывала меня, и я вот очень надеюсь, что приехала с этой энергетикой, атмосферой именно нашего города Казани. И, наверное, начну несколько слов сказать о том произведении, с чем я вот приехала сюда, в Новосибирск. Этот конкурс дал возможность с вами со всеми познакомиться с Новосибирском. Конкурс-фестиваль имени Эдуарда Артемьева, известного кинокомпозитора. Он начался здесь уже в ноябре. И вот сейчас идут уже последние мероприятия. В рамках этого конкурса, в рамках этого фестиваля проходил конкурс композиторов. И произведение «Нурлы Казан», «Лучезарная Казань», она стала вот одним из победителей, получила 3-е место. Я Алла Берсала Верса, вот Иртеге Безнен Шундай концертабыз Балашак. Там вход свободный, хочу сразу пригласить. Так, если не Комсомольский проспект, 20, да, 18:00, вход свободный. Это концертный зал специальной музыкальной школы. Сначала они хотели в консерваторию, но вот перенесли в специальную музыкальную школу. Будет исполнять молодежный оркестр, будет как выступление жюри, а там очень такой весомый жюри, и сын Эдуарда Артемьева тоже приехал из Москвы. И будут исполняться наши симфонические произведения, в том числе и Нурлы Казан. Немножко переживаю. Вчера пообщались, была репетиция, и я пыталась объяснить идею этого произведения. Конечно же, интонация, вот этот мелодизм, может быть, музыкантов не совсем свойственны. Вот, они только еще вот говорят, вот что-то так вот проникают, начинают через себя пропускать. Но але бик тырышып. Вот, Алла Тавшардык, очень надеюсь, что завтра это прозвучит. Может быть, даже с маленького видеокусочка мы начнем. У меня небольшая видеозапись есть, буквально фрагмент на минутку. Премьера состоялась в Казани в 2023 году, но это единственное исполнение. Если об этом сочинении узнают в других городах, это будет большая гордость, радость. Вот, мечтаю, что действительно будет исполняться. И вот так сложилось, что помимо Казани, вот исполнение будет в Новосибирске. Это для меня неожиданность. Состоялась вот такая вот встреча с вами, приезд в Новосибирск. Все так неожиданно, но я думаю, что ничего просто так не будет. Алла Тағала үз юлын вакытында ача иҗат кешеләргә. Шулай.
своей энергии и подпитывает город, подпитывает жителей всех этого города. И за счет труда, за счет любви, за счет вот этих важных, наверное, нравственных вещей, как любовь, миротворчество, героизм. И получается, вот в этой симфонической поэме очень много тем. 7 тем, помимо основной вот темы Казани. Все это переплетается, одна тема переходит в другую. Получается как кадр. Вот, тема любви, тема героизма, да, тема труда. И все. Тема человека, который бегает и находится в процессе временном. То есть там разные контрастные темы, и они вот так собираются в конце, как в котле, и все это варится, бурлит, и там эти кусочки темы даже, они в конце в коде напоминают, что они были. И все это потом вот завершается темой Казани, как гимн, как воспевание, то есть это приношение любовь этому городу. И вот такой образ, что в Казани вот все эти энергии собираются и дают новую жизнь Казани, Нурлы Казан. Это собирательный образ. Не могу сказать, что это все. Это моя идея, собирательная идея, которую очень многие творческие люди об этом говорили. Ну, все по-своему, начиная даже с Тукаева. Вот, оказывается, Нурлы Казан, да, Дәртлі Казан, Нурлы Казан. Это еще от Габдуллы Тукая все эти слова идет. И есть стихотворение, которое посвящено, и прям такие слова. Есть и современные поэты, композиторы, которые этот образ тоже пытаются в своих песнях выразить. И удивительную историю хочу рассказать. Вот это образы Казана, чаши, где собираются интересные знаковые места Казани. График, казанский график Нияз Хазиахметов воплотил вот в том календаре, который мы вам раздали. И удивительно, что примерно в одно время получилось, вот я по-своему писала музыкальной части, да, о Казани, то есть у меня были темы и такой образ, я сама еще карандашком рисовала, эти темы писала. И получается, что одновременно вот художник, он также эту идею по-своему воплощал. И мы сделали вот такой вот образ Казани, собрали в этом календарике для друзей, знакомых, потому что для нас это очень, очень важный, трепетный момент. И там вы можете вот какую-то информацию себя почерпнуть, там есть и ссылка на YouTube мой канал небольшой, где я публикую также некоторые свои видеоотрывки из концертов, с мероприятий. И получается, что Нурлы Казан — это с такой вот какой-то глубокой, очень ценной для нас философией, не только для меня, а вот для культуры, что многие художники пытаются по-своему это реализовать. Это удивительно. То есть мы сами вот потом нашли друг друга, списались, обнаружили, поделились. И он поделился своим видением, я тоже премьеры. И вот мы так друг дружку нашли. Вот представляете, в одном городе, как бы эта вот идея Казани, она вот нас сплотила и объединила. Вот. То есть для меня это любимое произведение, знаковое. Вот. Очень надеюсь, что оно тоже тут исполнится, и каждый для себя что-то свое найдет. Вообще, я пианистка, люблю работать с детьми, у меня свои ученики, я преподаю в музыкальной школе сейчас класс композиции. Вот тоже ребятишки, которые занимаются композицией, импровизацией у нас проходят, шумовыми инструментами. И я также с ними вот общаюсь, заряжаюсь. Многие из них уже лауреаты. И вот простая музыкальная школа. И удивительно, что ребятки также могут себя проявить. Поэтому сейчас я даже своим килигас и сами свои кичлер, килигас, которых без бикшат знакорге, безнен кичлер, ахматсизге. И своим ученикам я сейчас уже первым играю свою музыку. Именно оларга шулай күп әсәрләрем балаларга багышланган. Һәм менә хәзер җыентык турында сөйлим инде. Хочу рассказать про новый сборник песен для детей. Тоже это случайно, наверное, получилось. То есть я вот не думала, что получится сборник. Ну, из случайностей появляются вот какие-то очень неслучайные и весомые результаты. Хотела презентовать маленький сборник «Мир детства» Балашах Даньяса. Это песня для детей на слова Джавата Таджиманова. В 2020 году ко мне обратились родственники поэта,
Джавад Таржуманова, известный в советское время поэт, писатель. Вот ему исполнялось 100 лет со дня рождения. И родственники вначале хотели напечатать те песни, которые раньше уже были написаны в советское время, но передумали и решили, чтобы появилось новое видение, новая пульсация, чтобы написал какой-то новый композитор молодой. И так получилось, что они обратились с такой вот просьбой написать для детей новые вот песни. Хотя слова Джавада Таржуманова, они известные. Даже я у себя потом нашла детский вот сборник Джавада Таржуманова. Менә шулай бу җыентык килеп чыкты. Һәм монда мин уйладым, я үзем башкарга инде шулай җырларга, но я не певица, мин җырчы түгел. Песни турында беренче кисәк. Игорек Су, игристая вода. Да. İkinci konsertten hazır görürseniz. Шул циклдан ул кечкенә генә
кисәкләр инде, ул песи, әтәш, кышшык, бәллибәү, йөгерек су менә соңгысы иде, менә шундый нәнәҗылый циклы дип атала. Монда тагын бар 7 җыр һәм бу нота җыентыкның мин монда бүләк итәм дип. Ул ике экземпляр тагын я музыкаль мәктәпкә, я менә кемдер музыкаль школы теләкләр җырлагы сала берсә менә бик шат булырбыз. Бер сборник, ике экземпляр. Ике экземпляр. Казаннан килде специально сезгә дип. Безнең детский. Рахмәт, ие. Һәм менә Магариф журналында, белмим, монда соңгы тоже приложение ноты, ну фортепиано өчен әсәрләр, маршларны язган идек. Аны да алып килдем, кемгәдер бирсәгез инде, я сездә булыр. Ул Магариф журналында менә шундый как приложение ноталны. Мин дә берничә маршны язган идем бу журналга дип, Магариф. Сезгә дә шулай. Безнең библиотека. Сезнең Проще меня забирайте. Это уже библиотека. Истәлеккә булсын дип. Да. Это в центр. Рахмәт. Һәм шулай күптән түгел хотела вот рассказать, что совсем недавно мы постарались на студии собрать 7 треков, 7 музыкальных композиций и записать их, чтобы можно было публиковать на цифровые площадки. Вы можете даже вот поискать в поиске, альбом называется «Дорога в мечту», это фортепианный инструментальный вот такой альбом, и там 7 композиций, 7 треков, разные образы, и это вот мой первый опыт. Не совсем коммерческая музыка, ул жертыгелинде, вне каких-то вот таких рамок, то есть аранжировка сыйыл, но барбар шундый да көйләр ул булырга тиеш. Чөнки миңа бик ошый Япониядә композиторлар, алар ничектер миллилекне күрсәтә алалар. Шундый Джо Хисаиши ул минем дә яраткан композитор, мультфильмларга, анималарга яза бик шәп, ул үзе музыкант, ул үзе дирижер, көчле оркестровка буенча композитор, бик көчле. Һәм шулай яза, бөтен кеше аны белә. Кечкенәләр дә белә. Шундый аниме мультфильмлар, анда бик шәп музыка яңгырый, ул автор Джо Хисаиши. Менә алар барыбер ничектер күрсәтә алалар моторлыкны. Һәм шулай атмосфера, музыка фортепианода булса да язылган, ул барыбер ничектер миллекне дә күрсәтә алады. Заманчы да шулай импульсларны күрсәтә ала. Һәм менә шундый фикерләр белән язган идек бу альбомны. Покажем? Да, может быть, покажем. Вот была небольшая презентация в Казани. Может быть, вот этот, может быть, нет, вот прям с презентацией кусочек начала. Нет, вот прям кусочек сначала презентации. Хочу вас настроить на эту атмосферную музыку. Хотелось бы, чтобы вы погрузились, почувствовали какой-то комфорт, почувствовать, открыть как бы свою душу навстречу звучанию рояля. Здесь, вы, наверное, уже знаете, замечательный инструмент, живые вибрации. Поэтому давайте мы вспомним самую-самую заветную нашу мечту из детства, фантазируем и постараемся, чтобы эта мечта, она вибрировала и в звуках вот прям реализовалась. Так, дорога в мечту. Состоит особняком. Когда я поняла, что все вот эти вот треки, композиции, они немножко... Нет, хазер үзем уйним, все-таки живой композитор Асмунда, үзем уйним. Единственное, конечно, вот здесь не фортепиано, цифровой инструмент, синтезатор, біз неше пианистлар, пианист шикеледе Роттердам консерватории, я закончила как пианистка консерватории, мы привыкли, что полноценный клавиатура, рояль, да, как положено все. Вот, и уже тут как будто не настоящий
настоящий пианист садится и немножко теряется, такая маленькая клавиатура, и вот есть такой момент. Суд нас сподвигло на приобретение. Ой, я буду рада. Всякое потом, что у меня был на фортепиано Барди, даже если просто вы скажете такой фрагмент, я буду очень рада, прям порадуюсь вместе с вами. Потому что это украшение, это живые вибрации, это вот любым составом можно с фортепиано выступать, исполнять, поэтому мне кажется, у вас вот, просторное, такое концертное у вас помещение, что это украсит прямо вот вам. Для всех мероприятий будет вот хорошую службу. Вот, наверное, из этого фортепианного альбома я хочу сыграть другой трек, который называется... как он называется? «Родник жизни», «Тормоз Чичмашсе», «Родник жизни». На самом деле символический образ – это образ символический, что дает силу, жизнь, просто для радости. Хотя я когда играла своим ученикам, они говорят, а где это? То есть все конкретика должна быть, да, новое поколение. Говорю, не знаю, Мими. Вот сейчас найдем, загуглили, нашли. Я такая, где? В Японии, говорит, есть такой вот родник жизни, омолаживающий, видимо, источники, и так и называю родник жизни. Я, да, все, будем знать. Но на самом деле не связано каким-то конкретным местом, просто образ, поэтому просто послушайте. Единственное, вот задумалась, конечно, рояль, фортепиано, но все равно я думаю, что все мы люди достаточно творческие, да, и мы можем это представить, как это звучало в большом концертном зале. Итак, родник жизни. Хорошо было. Хорошо. Да, нормально все, потише или погромче, не знаю. Вот. Но мы с ним вот в процессе находим, стараемся найти общий язык. Он говорит нам, что тут пианист, да? Тоже не привык, что высвоилась. Вот, то есть цифровые инструменты на самом деле профессиональных пианистов не выдерживает. У меня дома стоит Yamaha стационарный, 80 килограммов, не подвинуть. То есть там звуки настоящего рояля, то есть здесь очень качественный японский инструмент. И надо сказать, вот сколько, года 4-5, вот уже все.
дает о себе знать. То есть акустический инструмент, он все-таки действительно приспособлен, он любит вот именно такого плана богатой фактуры фортепиано. Вот. А уже цифровые инструменты, они немножко другой категории, там используются тембры, ритм-секция, и они уже для немножко с другой функцией. Вот. Но все равно спасибо этому инструменту. Реально мы вот можно тоже с вами пообщаться через музыку. Есть еще другие композиции вот, в этом альбоме. Вы можете, в принципе, послушать, пофантазировать, помечтать. То есть, на самом деле, это образы такого плана размышления. Одна из композиций «Перелетная птица», «Два крыла», «Парканат», «Опережая время». И, наверное, вот еще одну композицию вам сыграю. Называется «Инь и Ян». Я просто думаю, вот как вы сузить регистр, чтобы можно было здесь. А ты вот играешь там и нету. Хотя ребятки, когда мы занимаемся в музыкальной школе, их интересует, они очень открыты. Вот надо сказать, что они настолько открыты. И бывает, что ребятки импровизируют и пишут такие произведения, которые вот даже я в свое время достаточно долго к этому шла. Например, мне определенное время надо, чтобы было справиться тем или иным творческим заданием. Они гораздо быстрее, они мобильнее, это другое поколение, вот честное слово. И когда я делюсь своими такими впечатлениями, многие говорят, да, действительно, сейчас другое поколение, они быстрее. Вот мне вроде как вложено это то, что мы через какое-то определенное время это в себе взращивали. И ребятки очень смышленые, и меня вот даже спрашивают, а когда мы будем вот на последней нотке играть? Или вот на этой нотке? И, например, вот одна девочка, она писала не на маленьком диапазоне, она написала пьеску «Гроза», «Гром», где использована нижняя нотка. Причем это вот там-пам-пам-пам-пам-пам, вот я сижу, вот человек, вот я еще не научила, как писать музыку, что-то мне гром изобразилось. И началась последняя нота. Я так думаю, вот ведь, вот так. Мне бы так надо было с этого начинать в свое время. То есть они даже, если их направить, они даже вот могут сразу не понять, что это ценно, да, то есть, я думаю, ой, как здорово, что ребятки, у них вот творческая часть уже открыта. И сейчас ребятки, они быстрее делают то, что мы достаточно долго свое время открывали, и нам через больше усилия приходилось. Хочу еще рассказать из своей небольшой творческой биографии. Я 5 лет работала в Центре современной музыки Софии Губайдуллиной. Вообще это знаковое место. У нас, вот для меня знаковое место союз композиторов, потому что связано именно профильно с теми людьми, которые были в становлении композиторской школы. Я вот с гордостью всегда стараюсь говорить, что я представитель Казанской композиторской школы. Хотя она достаточно молодая, то есть это с 20 века свое числение начинает. Если русская композиторская школа, можно, вот Глинка, да, это 19 век. Если зарубежные композиторы еще раньше, то есть мы с опозданием, но все равно были те люди, которые в своем творчестве семимильными шагами шли. И вот я считаю, что те композиторы, которые были изначально во главе Союза композиторов, творили, им приходилось семимильными шагами идти вперед. И помимо Союза композиторов у нас есть такой центр Софии Губайдуллиной. Когда мне рассказывали историю вот этого замечательного дома татарской культуры, что дали вторую жизнь, второе дыхание, сделав здесь центр, это сколько усилий, какая идея вот, духовная, да, такая, чтобы здесь собирались вот, люди, чтобы были мероприятия. Это очень здорово. И я параллельно вспоминала историю Центра современной музыки Софии Губайдуллиной, потому что в Казани он тоже чудом выжил. Деревянный домик двухэтажный, в советское время там на самом деле уже принадлежало как коммуналка, все это было, многие люди там жили. А детские годы именно в этом домике деревянном провела София Губайдуллина, она сейчас живет в Германии со своей семьей. Со стороны отца у нее татарские корни, но она не национальный композитор, она вне национальности, поэтому связывать как-то вот и сравнивать не стоит. Сейчас она живет в Германии,
ей за 90 лет, по-моему, 92 вот исполнилось, если не ошибаюсь, она творит. Всевышний Аллах Та'аля дает ей тоже силы, чтобы быть в тонусе, писать музыку. И живет не в городе, а вот какой-то там деревушке, я так поняла. И в этом доме в Казани она провела детские годы. И она говорит, что Казань — это моя малая родина. Она до этого приезжала, на 75-летие вот она приезжала. То есть я с ней познакомилась. Для меня это тоже открытие вот ее музыкального языка. Она так слышит. Вот эта музыка, она и плюс, и минус. Она так и говорила, что мы просто границы расширяли. То есть она композитор-философ. Музыка очень сильная, очень глубокая. И когда с ней общаешься, понимаешь, вот, что она действительно в этом потоке творческом находится. Вот. Но она не национальность, хотя со стороны отца дед мулла был, то есть там корни даже мусульманские были. Вот. Но она как-то человек мира, наверное, уже. И вот я вспомнила параллель, что когда Центр современной музыки, когда был деревянный домик, и неизвестна была судьба этого домика, то есть многое сносило в 90-е годы. И вот деятели, музыкальные деятели, представители культуры, они заступили, сказали, как же, это же связанная история, что София Губайдуллина, признанный мастер во всем мире, она здесь творила, давайте сделаем центр. И вот тоже неимоверно большие усилия были, когда вложили столько сил, чтобы этот домик отреставрировать, и действительно там центр современной музыки, там оркестр, там музейные комнаты, там творческие встречи. И вот 5 лет я тоже там работала, и это меня тоже на многое-многое вдохновляло. И благодаря этой работе я познакомилась с Софией Азгатовной. Для меня это большая творческая пища. Вот, мне хотелось с вами тоже поделиться. Она сама пианист, композитор, но уже человек такого мирового масштаба. И, наверное... Алсу, вы нам обещали. Так, что? Инь-янь. Инь-янь, да, инь-янь. Да, вот эта вот композиция, она тоже вошла в этот альбом. И здесь как бы мои размышления, надеюсь, вы сейчас тоже пофантазируете, представите. Это китайская философия, да, объединяет противоположности и создает что-то новое. Кто-то говорит, что мужское и женское, но на самом деле вот это светлый день, светлая, да, часть дня, темная луна и земля, например, огонь и вода. То есть вот вместе они в сочетании образуют эту энергию. Вот. И мне было интересно пофилософствовать, поразмышлять. Есть такой момент, что китайская музыка тоже, она вот на пентатонике. И татарская музыка на пентатонике, и китайская. На самом деле, конечно же, две разные культуры, но в основе пентатоника это лад, который лежит достаточно в древних. Вот музыковед, теоретик говорит, я вот не теоретик, я композитор, говорю своим простым языком, как творческий человек. Может быть, даже кто-то меня из музыковедов подправит, скажет, что вот надо более правильно высказываться. Но пентатоника, это такой древний лад, говорит, что очень глубокие корни, и у татарской культуры тоже очень глубокие корни. И вот здесь вот этот лад пентатоничный, он как бы вот идет такое преломление, да, непонятно, может китайское, может татарское, и две части небольшие, медленное размышление. Я, честно говоря, как писала, даже почему-то параллельно и туантель, вот это одноголосие, простота. А вторая часть, она уже энергичная, в движении, там ритмическая сторона, она такая немножко рваная, но вместе они создали такую композицию, мини-цикл. Получилось у нас инь и янь.
Несенщилик Курунеж бар, кто-то представил свои образы, может кто-то хочет поделиться, пожалуйста. То есть я буду рада отклику вашему. Я очень слышала, да, что татарский мотив Да. какой-то Да. идет. Медленной части, да. В общем, Вот сцена. И я даже- даже представила и талант, это Да, одноголосие, простота. Ведь на самом деле вот это одноголосие, она очень ценилась, очень ценилась. И тоже вот одноголосые мотивы, они тоже прекрасные. А уже вторая часть, оно на ритме, да, на таком сгустке энергии уже, там как бы другое уже. Другое ощущение. Вот такая композиция получилась инь и ян. На самом деле мне вот эти вот ритмы очень нравятся, потому что вот такой жанр, вокалисты, конечно, даже лучше об этом скажут, как баит, мунаджат, там есть заложены определенные ритмы формулы, 7/8, 9/8, баит и мунаджаты. И многие интересные древние мотивы вот основываются на таких ритмах. Я, наверное, еще вам вот сыграю композицию, может быть, в чем-то похоже, но на самом деле не совсем похоже. Вот тоже там вот на большую клавиатуру рассчитано, но я постараюсь туда. Похож на восточный танец, да, и здесь еще есть шумовой элемент. Вот вы это услышите, увидите. Позвольте мне спросить, позвольте потом я у вас спрошу, как вы думаете, почему композитор использует еще не только звуки, а вот такие шумовые эффекты? И если у вас придут мысли, вот, то здесь простой шумовой эффект, самый простейший, который можно и с ребятками, и везде использовать. Вот, тоже послушайте, пожалуйста. И здесь тоже написано 7/8. Какой-то отклик от вот этих вот древних мотивов, он здесь как бы имеет выражение. Да, ну вот здесь очень много перепросов, приходилось мне немножко ужать эту пьеску. Вот такой вот восточный танец, и все услышали, что элементы шумовой — это хлопки, да? Вот как вы думаете, для чего иногда композитор прибегает, с чем это может связано, какой-то образ, вот то, что хлопки? Ну, чтобы, наверное, дорисовать ассоциации какие-то. Ну да, но если это танец, то может быть какой-то ударный инструмент, который не получается, да, и может быть действительно даже хлопки, удары в ладоши могут изобразить и заменить в некотором роде вот эти вот ударные инструменты. А так можно было бы, да, его доиграть типа, просто этими. Ну, Можно даже, да. То есть эти эффекты, в принципе, современные композиторы, они ищут интересные приемы, вот эти вот, то есть специальное какое-то такое вот направление есть в академической музыке. И я думаю, это элементы и театра, чтобы добавить какие-то движения, хлопки, удары, шумы, это тоже возможно быть в музыке. Ну вот, в принципе, наверное, это основная часть, что я хотела вам рассказать, поделиться, сказать о себе, в то же время о своем городе, о Казани. Может быть, у вас какие-то вопросы или что-то, с удовольствием отвечу. Сколько вот то произведение было Казань себе сочиняли? Примерно год. Примерно год. На самом деле оно большое, 13-15 минут. То есть зависит, как дирижер
возьмет по темпу. Пусть оркестр исполнял минут 13. Но вот эти ребята, я чувствую, что по темпу, потому что им сложно все-таки, они чуть медленнее, уже там, в районе 15 минут. То есть это не 2-3 минутки, не одна минутка, которая здесь фрагмент такой был. Да, и он писал с год, и потому что сама идея, она долго рождалась, собиралась. Вот. По музыке даже быстрее, хотя над оркестровкой до сих пор работаю, и каждый состав немножко, и даже здесь переложили на другой состав, на парный состав. Там был тройной, здесь парный, и что-то дорабатываем, там, ударные немножко чуть-чуть. Оркестровую наработку тоже ты делаешь? Да. То есть учусь, расту, стараюсь, но на самом деле вот в консерватории нас обучают оркестровому мастерству, замечательные педагоги, но без живого общения с оркестром нет роста. Даже те композиторы, которые постоянно имеют творческий контакт с оркестрами и приходят на репетиции, я вот поэтому и приехала пораньше, чтобы спеть на репетиции, пообщаться, увидеть. Для меня тоже это важный момент, это рост. А завтра с этим оркестром ты играешь? Видишь? Я не играю, я только слушатель, да, то есть там полностью но это собранный фестивальный состав. Эти ребята, они вместе в этом коллективе еще не играли, но все равно ребята, когда я тоже сказала идею сочинения, мне было боязно, я так хаушап, волнуюсь, рассказала, в принципе, они приняли эту идею, а дальше каждый работает над своей партией. То есть у них достаточно большая работа, и каждый вкладывает свою нишу, и так выстраивается. И еще то, что так много тем, это не совсем, конечно, характерно для симфонической музыки. Но здесь даже идея, может быть, с менталитетом или с нашими какими-то особенностями. Даже я вспоминаю идею чак-чака, да, то, что маленькие ячейки собранные, как сплоченность, но много-много внутри этого, да, как соты меда и так далее, щак-щак, идея. Здесь то, что также множество тем показывает многоликость, многообразность этой Казани. Она сейчас непростая, там история, древность, да, это Волжская Булгария, это современный импульс, то, что сейчас строится, Казань меняется за счет каких-то событий. У нас игры БРИКС только что были, и тоже они очень много что сделали. И в то же время люди, они разных национальностей, разных верований. Мы как-то очень толерантно к этому относимся, мы радуемся, что каждому в нашем городе есть место. И в то же время, когда человек притягивает своими мыслями что-то, свои мечты, будущее, новое, я думаю, также создает атмосферу нашего города. И об этом Нурлы-Казан. Это сложно, конечно, но я все равно рада, что и в другом городе это прозвучит. Пусть, может быть, не в том варианте, но желаю Теля, буду мечтать и дальше, чтобы оно продолжало свою творческую жизнь. Поэтому я очень рада, что имею возможность с вами пообщаться, сказать, для меня это очень ценно, поделиться своими творческими идеями. И просто хочу пожелать всего самого наилучшего. Пусть островок татарской культуры, татарской музыки у вас будет. Это ценно просто в мировом культуре. Когда наши артисты едут за рубеж, что спрашивают, а что ваше национальное, у вас такая культура. Когда к нам приезжают, тоже спрашивают. То есть это на самом деле ценно. Пусть оно будет, пусть оно живет и будет новое, да. Прошу вас, а быть членом Союза композиторов России, Татарстана, оно что-то дает вам как в творчестве и вообще в помощь какую-то, как композитору? В творческом плане это большой рост, я мечтала там быть. Надо сказать, что София Азгатовна Губайдуллина, у нее членский билет Советского композитора России. А я тоже, представляете, я член Советского композитора России. Татарстан как региональное отделение, но оно очень нужное, потому что оно собирает людей Казанской композитор школы нашего региона. То есть вы там общаетесь? Мы общаемся, собираемся. У нас совсем недавно было тоже заключить собрание. Мы отчеты пишем, до сих пор присылают нам, отчет надо еще написать. Мы говорим о своих мероприятиях. То, что они проводят от Советского композитора, Минкульта, мы также стараемся принимать участие. Конечно, сейчас не государственные, это не госучреждения, как было раньше. Раньше давали квартиры. И композиторам давали на одну комнату больше, чтобы был кабинет, представляете? То есть там по площади так было заложено, и мы так, когда нам говорят, Аксакалы, да,
Эх, ведь Лекмет дошел. То есть это большой плюс был. Это большой плюс, и Казань мог собрать многих деятелей. И что важно, национальных деятелей из разных городов, там, районов. И могли они закрепиться в Казани. И на благо Казани расти, и свою часть туда тоже вкладывать. Это большое, на самом деле, ценное очень. Сейчас такого нет, но все равно мы имеем возможность общаться, имеем участвовать в каких-то фестивалях, имеем какую-то информацию, то есть нам присылают конкурсы, фестивали, мы имеем подаваться и вот на уровне России, у нас творческий отбор идет. Для нас это большой творческий рост, то есть если мы сами по себе, за рубежом нет таких творческих союзов композиторов, там другая система, ну, в России это очень здорово, что есть творческие союзы. Может быть, конечно, там в будущем как-то они реорганизуются. Я надеюсь, что там будет в лучшую сторону, но они нужны, они действительно нужны. Поэтому спасибо большое. Ну а там получается, что если вот вы как участник конкурсов, да, себя, а бывает такое, что вам дают возможность или сами зовут в качестве жюри, работаете, нравится ли вам это? В качестве жюри обычно, вот даже не от союз композиторов, а если проводится республиканский конкурс, и уже знают, вот меня знают, что я работаю с детьми, я сама пишу музыку и работаю, у меня класс композитор, 14 ребят в простой музыкальной школе, я до этого в спецшколе работаю, сама закончила спецшколу, и там, конечно, очень дети подвинутые. Вот, перейдя в музыкальную школу, вот в Казани не так много вот таких вот классов, и 14 детей, вот, мне кажется, ни в одной школе нет, чтобы занимались композицией. И зная это, меня вот иногда приглашают на такие конкурсы, где, например, конкурс юных композиторов. Вот, уже, да, вот Алсу Сунгатуль надо пригласить, у нее штука ребят. И для меня это тоже ценно, это рост. Нравится, да? Нравится, да, это нравится. То есть уже свои знания можешь куда-то вложить, там какие-то комментарии или что. Был конкурс недавно, он межрегиональный, по-моему, ну, он был именно на синтезаторах, на таких инструментах исполнительских. В то же время там была номинация композиторская, где создавали ребятки на синтезаторах и в компьютерных программах. Я вот сама компьютерную программу, я вот попробовала одну композицию, месяц делала, мне помогали вот 33 человека, ребята, что это не было. То есть это надо столько, полжизни отдать только на аранжировку, на обучение вот этих программ. Я поняла, что не мое, но чисто композиторские моменты я как бы знаю, это мне нравится. И если я услышу в компьютерной программе написанных хорошую музыку, я могу сказать, что вот-вот. И здесь они чисто вот цифровых инструментов, там компьютерная музыка, и все равно меня вот пригласили сказать, что нам вот тоже очень важно чисто композиторское мнение. Как здорово, да. Минкилям, шапкарас, то есть там окрыляет это даже. Вот когда такие моменты отзываешься, и тебе узнают, то есть вот, это, когда творчески о тебе узнают, это какой-то другой рост. Это какой-то другой рост и дает, наверное, обмен энергии мы вкладываем, но потом вот это возвращается, и тогда дает возможность росту. Наверное, за этим я, может быть, сюда приехала, за общением, за откликом, потому что это творческая пища, которая может открыть дальше пути, а люди, которые занимаются искусством, вот многие из вас тоже, ведь вы занимаетесь искусством, это бесконечный рост, вы знаете. Күш булсын, пусть будет желание творить, пусть это нам помогает в будущем, в жизни. Вот. Желаю. Что стесняетесь? Все нравится. Я хотела бы поблагодарить Алсу Сунгатуллину за то, Спасибо что она вам. нашла для нас время. К сожалению, просто нас не так много, но на самом деле это пришли, видимо, те люди, которые должны были прийти. Которые Аллах Курах. Тебе больших творческих успехов, вдохновения на новые произведения. Спасибо. И чтобы как можно больше узнали о тебе люди. Ты на самом деле замечательная, талантливая. Рахмат сизге. Все взаимно.
Если будет желание вот как-то по настроению, да, вот инструментальный этот альбом послушать отдельные, «Дорогу в мечту», там 7 треков, пожалуйста, вы можете послушать. Найти очень легко, мы сегодня находили, пройти очень просто. Имя, фамилию набиваете, сразу выходит картинка, заходите на YouTube-канал, и там все очень... ВКонтакте тоже вот Календарики это. тоже там А название календарики канала. вам не просто. Если расскажете друзьям, знакомым, я тоже буду благодарна.